салом ба ҳамаи шумо тамошобинони азиз. Ин барномаи мухлисони ашадист ва мо ашадитарин мухлисонро бароятон муаррифӣ мекунем. آیا می‌دانید که در تاجیکستان فن‌کلوب‌های ورزشی فعالیت می‌کنند؟ ما نیز باور نداشتیم، اما وقتی با آنها واخوردیم حیران شدیم که چی طور این نفران دلباخته و صادق به دسته دوست داشته‌شان بودند. گمان نبرید که ما مخلصان بارس هستیم چون لباس‌های بازیگران بارسا رو بابر کردیم. بدین خاطر به جهت شهرت و شان به اندازه داشتن باشگاه بزرگ بی‌نظیر بارسلونا و احترام صداقت بی‌پایان نسبت اولین فن‌کلوب در تاجیکستان امروز ما تصمیم گرفتیم تا پیراهن آنها را چون رمز احترام و صمیمیت مخلصانه ایشان برتن کنیم. اگر خواهید دونستند که اینها کیستند و چگونه فعالیت می‌کنند ما رو ترک نکنید، همش معلوم می‌شود. با ما باشید. Граждане пассажиры, вы прибыли в столицу солнечного Таджикистана, город Душанбе. این نفران انتظار президенти фан-клуби Барселона در تاجیکستان هستند. Город богатых и бедных, город угнанных и намара, город молодых и старых, где местноты почти не осталось. Пока молоды, пытаемся свалить отсюда, но снова родина манит, ищем пути обратно. Плевать на то, что город Нисо Расулова, президенти фан-клуби Барселона در تاجیکستان، امروز از شهر بیشکک قرقیزستان به دوشنبه فرود آمد. Мне не забыть весь этот اعضایان فان-клуб با شعار اویزه رو استقبال گرفتند. از مشاهده‌ها معلوم بود که این نفران در مخلصی به بارسلونا خیلی وفادار و صادقند، چون رمز بارسلونا در تلفن، ناخن، لباس آنها انعکاس گردیده بود. عموما جالبیت دنیای فوتبال همین است که هر یک دسته معروف دارای هزارها مخلصان واقعی و میلیون‌ها مخلصان احتمالی است که مخلصان واقعی در ده‌ها فان-کلوب‌های ورزشی متحد گردیدند. اگر در کشورهای پیشرفته دنیا فعالیت فان-کلوب‌های ورزشی یک چیز مقرری باشد، در کشور ما چنین به نظر می‌رسید که فان-کلوب‌های ورزشی وجود ندارد. اما این اندیشه تماما غلط بوده است، چون از فعالیت فان-کلوب بارسلونا در تاجیکستان علاقه 2 سال سپری می‌گردد که این چیز برای همه غیر انتظار بود. اکنون در این برنامه خواهید دید که فان-کلوب بارسلونا در تاجیکستان چگونه تأسیس یافت و کیها رو پیش می‌برند. Я познакомилась через социальные сети с хорошими людьми, которые решили создать одну группу, где мы будем не просто обсуждать Барселону, а обсуждать другие клубы. Агар тахминан гуам соли 2015 шуд ки мо як фикр ба омадем ки ҳама каса дар як тим шавқ дорем, як ҳам футболи як тимро нигоҳ мекунем. ҳамҷо гуфтем бо як ҷамъ мешем, дар ҳамонҷо ҷамъ мешему як иттифоқи худро ба пеш мебарем. Я никогда не знал столько. Я каждый раз, когда сижу с ними, я узнаю новые вещи, то есть детали, кто... Они следят не только за трансферами, за информацией, которая внутри клуба, а буквально за всеми изменениями вокруг самих игроков. Мы сначала подружились в Фейсбуке, потом начали уже собираться вот так, просто про футбол общаться, потом уже вот как бы создавать вот этот фан-клуб. Это было сначала просто 5-6 человек, которые объединились в Вайбере и обсуждали различные большие игры, большие клубные чемпионаты. А потом это уже сейчас это 9 тысяч человек в Вайбер-чате, это огромное количество людей в Фейсбуке, это большая семья барсаманов в Таджикистане, которые болеют, любят футбол и любят прежде всего свой клуб. По сути, я у них учусь этой информации и все больше и больше становлюсь болельщиком Барселоны через них. فان-клуби Барселона در تاجیکستان با مقصد متحد نمودن تمام مخلصان بارسا تأسیس یافته است. Наша цель не просто объединить болельщиков Барселоны, наша цель просто объединить людей, которые любят футбол. در واقع متحدی اعضایان کلوب شبیه یک عائله پایدار است. Мне интересно с ними общаться. Многие ребята, девчонки, они болеют не только за Барселону, параллельно еще за какие-то клубы в других лигах. И они очень начитаны, обладают очень хорошими знаниями про свои клубы, в том числе про Барселону. Мы стараемся собираться, иногда играем в футбол, иногда просто обсуждаем великие какие-то матчи, на наш взгляд. Иногда просто собираемся поесть пиццу и увидеть друг друга и просто узнать, как друг у друга дела. Мы семья, нас очень много, все в разных местах планеты. این عائله متحد و پایدار ورزشی را نیسا رسولова راهبری میکند. Человек, который постоянно везде, всегда все знает и всегда всех поддерживает. Вот. Она может собирать. Вчера именно она, наверное, собрала, кто у нас тут есть.
Вот, комментарии уже слышны. Вот. Она очень ярый пользователь Фейсбука, так что она очень хорошо пиарит нас. Она собирает, она очень хорошо знает Барсу. Ее один из любимых игроков – это Иньесточка. Нисо один из самых преданных болельщиков Барселоны. Такие люди в Таджикистане создают клубы, возглавляют их, развивают. Я думаю, что само по себе это человек очень добрый, общительный. И я думаю, что в том числе ее фигура является поводом для объединения людей вокруг этого фан-клуба. Нисо Расулова чун президенти фан-клуби Барселона дар Тоҷикистон дар як фурсати кӯтоҳ тавонистааст ки шумораи зиёди мухлисони бошгоҳи Барселона дар чандин кишварҳои бурунмарзӣ муттаҳид намояд. У нас есть Германия, у нас есть в России. Парвиз вот буквально недавно с Барнаула приехал. Здравствуйте, всем привет из Якутии, Республика Саха. Меня зовут Фиждауси. И рассказать о нашей группе, в которой состоят такие замечательные люди, как Нисо, Достон, Умеет. И там много-много очень хороших ребят, вот которым я очень дорожу. У нас одна цель, вот одно направление – болеть за Барселону, развивать этот фан-клуб. И я хотел бы этот привет передать им всем. Я по вам очень скучаю. Вот. Мы на севере живем, но все равно на сердце у нас тепло, потому что с нами Барселона и Месси. Всем пока. У нас есть очень преданный наш член клуба, он очень наш преданный болельщик Барселоны, он очень хорошо разбирается, он живет в Москве просто постоянно, но он из Душанбе, Достон Расулов. Здравствуйте, меня зовут Достон, я участник фан-клуба Барселона ТДЖ. Многие говорят, почему ты выбрал этот клуб? Я им отвечаю, Барса это больше, чем клуб, Барса это семья. Так что болейте за Барсу, любите Барсу, верьте в Барсу. Барои чи махсус футбол? Футбол для меня это особый вид спорта, это королева спорта, это тот спорт, который олицетворяет собой здоровье, олицетворяет собой успех, здоровый образ жизни и красивую игру. дар аврупо бошгоҳҳои зуру нозур зиёданд. Ҳар нафар ба сабаби дастаеро дӯст медорад мухлисӣ мекунад. Дар миёни садҳо бошгоҳҳои бузург чаро маҳз Барселонаро интихоб карданд? Барселону я полюбила еще, когда это началась эпоха Гвардиолы, ПП Гвардиолы, и когда у Барселоны пошел уже 148-й матч в лиге местной, и когда они в этом сезоне выиграли все 3 кубка подряд, так не удавалось это сделать ни одному другому клубу. И тогда еще играл великий Карлос Пуйоль, и тогда, правда, ушел уже Роналдиньо, но уже тогда начал играть и Хави, еще играл. То есть для меня Барселона – это великий клуб великих игроков. Барселона один из тех клубов, который играет, во-первых, имеет собственный стиль, собственный почерк. Знаменитая игра в мелкий пас, длительное удержание мяча. Болеть сильно начала, наверное, в классе 9, когда это было лет 7 назад, 8, когда мы поспорили просто с одноклассником, какой клуб лучше. Я не знала, какие клубы у нас есть. Я начала пересматривать. И это была игра Барселоны в Ла Лиге, то ли с Валенсией, вот что-то наподобие Ла Лиги было, и там играл Давид Вилля, Пуйоль, мой красавчик. Тогда только начинал играть Месси, за которого я сейчас болею, Рональдиньо, и все, мое сердце легло именно на этот клуб. Я начала смотреть, начала болеть, начала узнавать о футболе. Я симпатизирую другим клубам, но болею именно за Барсу. Бози Роналдиньо бисёр нигоҳ мекардам. Баъд оста омада як мебинам ки ин бозингари командаи Барселона будааст. Аз ҳамун соли 2006 бозии Роналдиньо дар ҳамун Барселона ниё карда ҳамин шавқ пайдо шуд ки дар ин команда на танҳо Роналдиньо аст, ва дигар бозингарам ҳаст, мисли Иньеста, ки Хави дар онҷо нав худро нишон доста буд, баъд Пуйол навомадагӣ буд, Этоо буд, ки ино бозингарои хеле машҳури Барселона. Аз ҳамун ҷоба ниё карда омадам
ки Барселона ин командаи ман. барои мухлисони ашадӣ мағлубияти даста дар довартарин лаҳза ба ҳисоб меравад. Для меня это, конечно, был ПСЖ. Несмотря на то, что мы отбились и мы сделали этот великий камбэк 6-1. И также, конечно, с Ювентусом, потому что такую безвольную игру, как в прошлом сезоне с Ювентусом, я никогда у Барселоны не видела. Наверное, от Ювентуса, потому что после такого невероятного камбэка, когда мы выиграли ПСЖ с таким невероятным счетом, ожидалось, что я думал, что они проиграют Ювентусу с малым счетом, не более чем 1-0. И когда я увидел счет 3-0 уже в ходе матча, конечно, это было большое, очень горечь внутри. барселона охири мавсими гузашта ва дар оғози мавсими нав ба мушкилиҳои зиёд дучор гардид. Аз ҷумла мағлуб шудан дар суперҷоми Испания, ки инро аксарияти мухлисони Барса дар нарасидани бозингарони нав мебинанд. Мне сейчас кажется, что Барселоне не хватает свежей крови. Я бы думаю, что ряд таких игроков, как тоже Пике, они уже много лет, которые отыграли, им, возможно, пора уступить место молодым, достаточно новым именам, не звездам. Хотелось бы видеть в Барселоне 2-3 игроков, которые подающие талант, то есть не надежды, не звезды, которые бы через игру с такими сильными игроками, как тот же Суарес, Месси и прочие игроки, они бы чтобы выросли и открыли звезды внутри Барселоны. Сейчас Барселона не в той ситуации, чтобы выиграть. Но на следующий год, чтобы мы поменяли хороших, купили игроков, то мы, думаю, хорошо себя покажем. Вообще я люблю, когда переходят немцы в Барселону, тот же самый Тер Штеген. Я бы очень хотела все-таки, чтобы договорились по поводу Каутиньо. Очень хотела бы. Потому что все-таки он футболист испанских клубов. Я безумно хотела бы тогда, когда еще Ювентус отдавал Морату, то есть я бы безумно хотела, чтобы он у нас сыграл, но, к сожалению, его прибрал к рукам Реал, потом еще и Челси теперь. Игрок от Бога, просто нет ему слов, выходит, забивает, абсолютно результативный, быстрый, немедленный, то есть все у него как нужно, но он нам не достался, к сожалению. Асенсио вообще, я вообще очень уважаю более молодой состав Реала, да, и вот этот второй состав Реала, он у них такой же, как и первый. Вот у Барса вот в этом проблема. У нас нет хорошего второго состава, у нас нет молодой скамейки игроков. У нас, к сожалению, вот это пока надо нарабатывать. яке аз мушкилотҳои ҷиддӣ ва ғайриинтизори дигар барои Барса дар оғози мавсими нав яку якбора дастаро тарк намудани Неймар мебошад. Я считаю, что это не ужасно. Я считаю, во-первых, он погнался за самым большим трансфером пока что в истории. Он молодой, он очень амбициозный. И он ушел туда, где ему, как ему показалось, будет лучше. Он сейчас летает в ПСЖ, он лучший в ПСЖ, у него все получается в ПСЖ. Лично я и мои друзья желаем ему удачи, но, конечно, его уход, особенно после неудачного Эль-Классико, когда мы проиграли Реал Мадриду недавно в Эль-Классико, конечно, нас это немножко пригвоздило. Сезон был очень плохой, начался не очень хорошо с Эль-Классико, и его уход, конечно, произвел такой небольшой резонанс внутри в стане блугранатовых, но как футболиста я его понимаю. Ему, возможно, было тяжело играть в Барселоне, потому что он крайне он очень любит импровизации, и у него чуть-чуть не хватает дисциплины, но он пока еще очень молодой. Вы знаете, очень многие болельщики Барселоны считают Неймара предателем, они его очень не любят и так далее. Именно когда Неймар ушел, я вздохнул с облегчением, во-первых, потому что парень давно вырос, он тоже стал лидером и действительно тесно в таком нападении выделяться. Это особенно много людей, скажем так, средств массовой информации пиарят именно Месси. И когда он ушел, то есть мне казалось, что он даже стал играть слабее из-за этого. Очень сильно повлиял именно на моральное существование Барселоны, так как все игроки, в том числе Месси, Суарес, Пике, они очень сильно дружили с Неймаром. Но уход Неймара я понимаю, я очень люблю этого игрока, он, я думаю, станет лучше в свои годы, там лет через 5. Он ушел, потому что наше руководство, именно руководство Барселоны, именно наш президент Бартомеу не смог удержать игрока. Неймар хотел остаться, все это знают, но
так как Барселона никуда не двигалась и не двигается сейчас, мое личное мнение, вот из-за этого Неймар ушел. барои он ки набуди Неймар дар Барселона эҳсос нашавад, раҳбарияти бошгоҳ Усмон Дембелеро аз Боруссияи Дортмунд ва Паулиноро аз Гуанчжоу Эвергранди Суперлигаи Хитой овард. Ну, про Усмана Дембеле, когда только начался разговор, мы, конечно, все очень обрадовались, потому что он, во-первых, перешел из самой Дортмундской Боруссии. Да, она там сейчас тоже у нее нестабильное положение, но Боруссия все-таки стабильная в Бундеслиге, это хорошая команда, сильная, и у них очень сильная школа. Дембеле, он будет другой игрок. Он не игрок, как Месси, он не игрок, как Неймар, он совсем другой игрок. Он очень быстрый, он подходит по стилю игры Барсы, но, вы знаете, Дембеле это такой человек, который, как говорит наше лицо, быстро ломается, он как хрустальный, он очень быстро бегает, у него сухожилия могут очень часто травмироваться. Вот из-за этого это беспокоится, но, вы знаете, он станет кем-то, да, но не заменит их, этих игроков. Паулиньо игрок, которого никто не знал, и вот этот мем, который бродил по интернету, что вот на пресс-конференции всего одну майку Паулиньо продали, то есть, да, это было очень весело, но и смешно, но я думаю, что Паулиньо, он очень стойкий. Он, во-первых, очень выносливый, он хорошо играет, он показывает неплохие результаты, и все оказалось не так плохо, как мы предполагали, да, то есть не зря мы потратили эти деньги, хотя Барселона это, конечно, не король трансферов, это мы уже поняли, не королева, но Паулиньо будет играть в Барселоне хорошо, я думаю, что еще 2-3 сезона он проведет там, и даже больше, может быть, и покажет, он будет таким же надежным, как Юмтити, который, я считаю, лучший трансфер за последнее время. Мне очень было обидно, что, к примеру, Паулиньо купили всего лишь одну майку его, но сейчас мы, если мы видим, у него 4 гола в Ла Лиге, больше, чем у тройки Реала, если мы знаем об этом. Паулиньо хороший игрок. Он только себя показывает. Он, конечно, не такой игрок, как Месси, но он хорошая пока что замена. Вот, на какое-то время. Он взрослый, из-за этого он недолго у нас будет. Барселона он дастаест ки дар равзанаи трансферӣ ба иштибоҳ роҳ намедиҳад, вале замони вокунишҳои мухлисон дар расонаҳои хабарӣ алайҳи Ибрагимович ва Луиш Фигу камуғам набуд. Я всегда говорю, что это Златан Ибрагимович. Это был абсолютно непонятный трансфер, это были просто деньги на свежий воздух. Он не прижился у нас, как когда-то не прижился Эль Ниньо в Челси. Да, мы все помним, как Торресу было плохо там, как он абсолютно не смог там играть. То же самое, я считаю, с Ибрагимовичем. Конечно, он сиял тоже какое-то время, но, во-первых, это был очень короткий срок игры в Барсе, во-вторых, абсолютно нелогичный и непонятный. Для меня, например, был. Единственный футболист, которого я осуждаю за уход из Барселоны, это Фигу. Потому что когда-то он поступил очень некрасиво, не потому что он ушел в Реал Мадрид. Я считаю, что все футболисты уходят туда, где им лучше, где им теплее, где платят больше денег, где они чувствуют себя уверенней. Просто он сделал это некрасиво. Он сделал это тогда, когда он пообещал болельщикам не делать этого. Он мог этого не говорить. به محابا میتوان گفت که رقابت مخلصان از رقابت فوتبالبازان شدیدتر و سرهیجانتر است. فنکلوب‌های بارسا در میدان از کدام اسلوب کار می‌گرفته باشند؟ И, конечно, постоянно ты в спортбарах сталкиваешься с неадекватными болельщиками. Они есть у всех. Они есть и у Барселоны, и у Реал Мадрида. В нашем фан-клубе есть одно правило: мы никогда никого не оскорбляем. В последнее время это с фанатами ПСЖ. Так как вот лично у меня ненависть сложилась к этому фан-клубу, я считаю, что там деньги есть и, получается, покупают игроков, кого только можно. Но сам вот семейно так, я не знаю, чтобы у них была какая-то история у ПСЖ, нет. Из-за этого мы очень сильно ругаемся. Так, естественно, это Реал Мадрид. Вот. Но мы не обращаем на них внимания. Я считаю, что настоящие фанаты, они будут болеть именно за хорошую игру своей команды и правильно оценивают его поражения и выигрыши. Не говоря о том, что да, мы проиграли, но это был гол с офсайда, еще что-то. Да, мы проиграем, но следующую игру мы вам покажем. У нас уже не было таких вот неприязней друг к другу, ничего такого. Вот после тех матчей, вот финал Лиги Чемпионов 2015 года, который Ювентус проиграл 3-1, после этого никакого ничего у нас не было. Мы все равно вот так как дружили, так и дружим до сих пор. Даже после тех матчей, когда в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне Ювентус выиграл Барселону, ребята от меня отвернулись, они наоборот пожелали мне удачи.
даже в большей степени они тоже болели за Ювентус после этого. Эл Классико. Рақобате ки мухлисони футболи сайёраро ба ду гурӯҳ тақсим мекунад. Барселонаву Реал рақиби азаливу таърихӣ ва дар ҷаҳони футбол. Бозии ин ду даста яке аз пурнуфузтарин дидорҳо ба ҳисоб меравад. Пеш аз бозиҳо баъд аз он баҳсу ҷанҷоли мухлисон тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ва расанаҳои хабарӣ паҳн мегардад. Ба таври анъана муҳокимаи бозиҳои Эл Классико аз ҷолибтарин мавзӯи фан-клуби Барселона дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Ну, Эль Классика — это уже как бы давно не наша тема. Нам надо, в принципе, работать над этим. Конечно, каждый раз после Эль Классика очень тяжело, потому что все знают, что ты болеешь за Барсу, и начинают обидные мемы тебе отправлять, начинают вот эти всякие подколы со стороны мадридистов, друзей. Как бы есть тоже очень много друзей, которые болеют за Мадрид. Но, в принципе, это все на уровне таком шуток, поэтому ничего серьезного. Неймар рафт, баъзеҳо мухлисон ба қавли Барселонаро бе ӯ тасаввур карда наметавонистанд. Аммо ин чиз муваққатӣ буд. Барселона ҳамоно бе Неймар рӯз то рӯз пеш меравад ва набудани ӯ эҳсос намешавад. Дар суҳбат суоле ба миён омад, ки агар Месси Барселонаро тарк намояд, мухлисони бошгоҳро бе Месси чӣ гуна тасаввур мекунанд? Меня часто спрашивают, задают часто мне этот вопрос. Я могу сказать, что Месси гениален. Таких, как он, очень мало. И я могу сказать то, что без него Барселона, конечно, будет довольно долго переживать его уход, если он когда-нибудь соберется уйти. Но все уходят. Я думаю, что если Месси уйдет, для Барселоны это не будет трагедией. И я буду, например, лично дальше продолжать болеть за Месси, если он придет в любой иной клуб. Но пока сейчас он смотрится гармонично до сих пор в Барселоне, я думаю, нет предпосылок для того, чтобы ему надо уходить. Ба қавли футболбози машҳури бразилӣ Роналдо, 10 соли охир дар футбол ҳама чиро Роналдову Месси ҳал мекунанд. Маҳз бо шарофати бозигузории олии ин ду ситораи дурахшонтарин футболи муосир миллионҳо нафар аз рақобатҳои Эл Классико ҳаловат мебаранд. Мессиву Роналдо тамоми ҷоизаҳои футболиро ба даст оварданд, вале ҳамаи варзишҳо ба қавли як зур доранд. Дар футбол низ инро бояд муайян кард. Как эксперт я могу сказать, я не считаю, конечно, себя экспертом, но как эксперт я могу сказать, что из 100% в 60% лучше Роналду. Потому что Месси, я еще раз говорю, это игрок настроения. Абсолютно настроение. Да, он летает, когда его разозлят, как это было в Эль Классико. Его разозлил весь Сантьяго Бернабеу, который скандировал о том, что там он не забьет. И он назло болельщикам Реал Мадрида забил им. А иногда его просто не видно на поле. Его просто не видно, его нету. И играет он или не играет, никто из нас не заметит. Роналду видно всегда. Роналду всегда, везде. Он действительно человек, который трудится. Он каждый день над собой работает. Тоже, конечно, и Месси, и все остальные также, но Роналду это совсем другая история. охири мавсими гузашта ба ҷои Луис Энрике Эрнесто Валверде ба тахти сармураббигӣ нишаст. Оё Валверде қодир аст ки комёбиҳои Гвардиоларо дар Барселона такрор намояд? Я вообще считаю, что Гвардиола был не одинок в своем успехе. Тогда ему помогал и покойный Тито Виланова, великий, я думаю, он бы стал бы еще более великим тренером, если бы он остался жив. Он умер, к сожалению, к огромному. Я не думаю, что Вальверде повторит успех Гвардиолы. Я думаю, что Вальверде выдвинет Барсу на новый уровень, принципиально новый уровень. Ну, баста аз оне ки раҳбарияти фан-клуби Барселона барои боз ҳам тақвият бахшидани фаъолияти ин иттиҳоди варзишӣ кӯшиш ба харҷ медиҳад, бар замми ин ба чандин мушкилотҳои назаррас мувоҷеҳ ҳастанд. Ну, у нас есть трудности, во-первых, со сборами, конечно. Потому что нам нужно найти место, где собираться. Нисо Расулова, президенти фан-клуби Барселона дар Тоҷикистон, умедбарон дорад, ки дар оянда фан-клуби Барса дар кишвари мо унвони расмӣ гирифта, фаъолияташ боз ҳам густурда мешавад. Мы хотим придать полуофициальный хотя бы статус нашему фан-клубу. Мы работаем над этим, мы собираем документы, мы хотим этого полуофициального статуса. А потом, естественно, наши сборы приносят проблемы с тем, что люди тяжело собираются. Мухлис будан ба ин ён дастаи футболӣ ифтихор аст ва ҳар касе ба қавли фанати ин ён даста аст, мисле ки он дастаро узви хонаводаи худ медонад, ки бе муҳобо ба истилоҳ аз пушти он даста ҳатто ба ҷангу ҷанҷол мехезад ва дар бухти он зор мегиряду дар ғолибиятҳояш баробари он шодӣ мекунад. Я очень хочу, чтобы наши болельщики, и, во-первых, я
всегда настраиваю болельщиков, своих друзей и фан-клуба, что мы не глоры. Мы должны уважать своего соперника, мы должны его изучать, мы должны знать, мы должны понимать, что он тоже великий, как и наш клуб, да, за который мы болеем. Несмотря ни на что, какие-то травмы, какие-то дисквалификации, которые есть, пусть они останутся позади, и то, что сейчас они сплочены в команде, пусть дальше так и играют. Пожелание Барселоны, чтобы наконец-то Дембеле восстановился, чтобы мы купили хороших игроков в трансферное зимнее окно. И, конечно, чтобы мы выиграли. Я очень болею. Я не знаю, выиграем ли мы Лигу чемпионов, но Ла Лигу и Лигу короля. Точнее, чемпионат короля. Я надеюсь, мы выиграем в этом году. В дальнейшем мы хотим сделать так, чтобы мы объединили в наш фан-клуб людей со всего Таджикистана, со всех районов. Я уверена, во многих регионах любят футбол. Мы хотим, чтобы наш фан-клуб был флагманский в Азии, в Средней Азии, чтобы люди хотели к нам присоединиться, чтобы они считали это престижным, чтобы им было интересно в первую очередь. Наши двери, вот наши все группы, которые мы здесь собрались, всегда открыты. Приходите, мы всегда будем с вами общаться, делиться мнениями, которые всегда у нас есть, позитивные, хоть и какие-то там. Всегда мы рады приветствовать новых болельщиков, которые будут с нами рядом. мо низ дар баробари аъзоини фан-клуби Барселона дар Тоҷикистон орзуи онро дорем ки Барселона ба баландтарин кӯлаҳои зафар бирасад. خواهان هانیم که توسط ورزش مثل فنکلوب بارسلونا در تاجیکستان متحدی و همدلی پاینده باشد. پس اگر خواهید که در برنامه مخلصان اشدی اشتراک کنید و مخلص اشدی بودن خود را اثبات با ما در تماس باشید. رقم‌های دسته ما 501 18 10 91 501 61 90 69 93 408 82 35. با امید متحدی و یکدلی کلی مخلصان فوتبالی کشور تا برنامه‌های دیگر خیر. Город молодых и старых, где месноты почти не осталось. Пока молоды, пытаемся свалить отсюда, но снова родина манит, ищем пути обратно. Плевать на то, что город заполонили хары, нас это не парит, местными мы были и остались. Когда вижу красоты горы, хочется жить, мне не забыть весь этот душанбинский быт в городе Жийске.